Абхазия снова становится мировой базой для спелеологов. В Госкомитете по экологии и охране природы прошла встреча с участниками крупной международной экспедиции. Их цель – пещера Крубера на Гагарском хребте, одна из самых глубоких на планете. Возглавляет группу известный российский исследователь Геннадий Самохин. Он изучает пещеры республики с 2000 года. На этот раз задача команды не очередной рекорд, а создание постоянной системы научного мониторинга. В Абхазии глубочайшие пещеры мира. Первые 3 глубочайшие пещеры мира находятся здесь. Ну, это вы все прекрасно знаете. В чем интрига, в чем интерес? Что в таких глубинах очень сложно поставить мониторинговые станции, поставить датчики и понимать, как ведет себя температура, как ведет себя вода. Вся ваша вода, что вот здесь сейчас мы пьем прекрасная вода, очень это много воды, вся проходит через карст. Это очень важно понимать, как образуется вода в пещерах. Потому что, чтобы она была такая чистая, нужно понимать, откуда она взялась такая. Только спелеологи могут реально, адекватно рассказать, почему вода такая чистая у вас. Вторая такая тоже, то есть мониторинг подземного пространства. Мониторинг воздуха, воды. В пещере Крубера на глубине больше 2000 метров вода поднимается на 228 градусов. То есть выше-ниже поднимается. То есть такие паводки там бывают, 200 метров поднимается уровень воды. Представляете, как здесь такое поднималось, затопило бы всю Сухум, если бы здесь такое было бы. То есть такие уникальнейшие условия возникают. То есть вопрос не только в том, чтобы сходить глубже в себе дальше, а именно сделать научное исследование. Потому что таких данных, в принципе, сделать в мире нигде нельзя, нет таких пещер. Годом ранее здесь уже проложили 6 километров оптоволокна и провели исторический телемост с Международной космической станцией. В этот раз под землю спускают автономные датчики. Одно из главных открытий прошлых лет – связь между температурой в пещере и сейсмической активностью. Ученые заметили, что за сутки до землетрясения в Черноморском бассейне вода в подземных озерах нагревается на полградуса или градус. Новые наблюдения, возможно, помогут точнее прогнозировать подземные толчки. И мы ставили датчики температуры на глубине 2000 метров, 2200 метров. Перед тем, как начинается землетрясение, за день поднимается температура. То есть это можно сделать предсказание землетрясений. Мы еще только, конечно, в начале пути, надо набрать статистику, но четкая зависимость. Землетрясение происходит недалеко от побережья Абхазии. За день до этого поднялась на полградуса, на градус температура поднялась в озере подземном. Уникальная история, как прогнозировать землетрясение. Сейчас наша задача в экспедиции сделать первую в мире, ну, наверное, уникальную мониторинговую станцию. Датчики будут собирать данные и в режиме онлайн передавать постоянно на телефон, на компьютер. Мы будем знать в любое время дня и ночи, что происходит на глубине 2 километра. Исследования проходят в тесном сотрудничестве с Академией наук Абхазии и Институтом экологии. Как подчеркивает директор института Роман Дбар, пещеры – это не просто природные объекты, а замкнутые экосистемы и ценнейший климатический архив планеты. В Абхазии не всегда удается найти достаточных ресурсов, как человеческих, так и материальных, для того, чтобы производить эти исследования. Но, к счастью, у нас есть коллеги, которые оказывают особое внимание к изучению карстовых полостей. И проект, который представлен Геннадием Самохиным относительно мониторинга пещер, он очень интересен. С учетом того, что это полости, формировавшиеся на протяжении миллионов лет и испытавших на себе изменения климата на протяжении значительных геологических периодов, они представляют собой интерес как хранителей климатического архива, насчитывающие сотни лет. Экспедиция в Абхазию объединила экспертов с самых разных уголков света. К исследованию присоединились спелеологи и спасатели из Мексики и Сербии. Не обошлось и без геополитического контекста. По словам участников, при оформлении документов мексиканская команда получила официальное предупреждение от МИД Грузии о последствиях визита в Абхазию. Однако это не остановило ученых.
Она находится под очень большим впечатлением от уровня организации, от того, как хорошо все происходит, то от уровня оборудования. И она была очень впечатлена, когда она узнала о технологиях, которые используются в пещере, которые планируются к установке. И для нее большая честь быть частью экспедиции. Главное испытание в этой экспедиции заключается в том, что условия в наших пещерах очень сильно отличаются от мексиканских в плане и температуры воды, и температуры воздуха, и вплоть до экипировки, которая используется. Это, конечно, будет большое испытание, и им нужно будет быть храбрыми, отважными, но я надеюсь, что у них все получится. Это отличается от того, что обычно мы видим в Сербии. В Сербии есть пещеры со льдом, но нигде в другом мире невозможно представить пещеры такие, как здесь. Даже не оказавшись еще в пещере, мы видим и чувствуем, что атмосфера в команде очень хорошая, что все дружны друг с другом, и это очень вдохновляет. Экспедиция пройдет в так называемом гималайском стиле, то есть лагерь будут переносить пошагово все ниже и ниже. Всего под землей спелеологи проведут около 17 дней. Спуск усложняет затяжная холодная весна. В горах еще много снега, а значит уровень воды в пещерных колодцах будет повышенным. Несмотря на все сложности и риски, команда готова к спуску. Собрать уникальные данные и вернуться на поверхность ученые планируют во второй половине августа. Заур Кварча, Сосрукуагуха, Абазатова.